Якутское региональное отделение Всероссийского общества инвалидов и творческая студия Евгения Прокопьева представляют «К декаде инвалидов 2020». В Республике Саха на сегодня насчитывается около 58 тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья. Именно так принято называть сейчас граждан с инвалидностью. И не зря. Наличие инвалидности никак не должно принижать ни достоинство людей, ни их возможности. Традиционно в Якутии проводится ряд мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов, который отмечается 3 декабря. Всемирная пандемия, связанная с распространением коварного вируса COVID-19, сильно сказалась на мероприятиях, проводимых в Якутии обществом инвалидов. В 32 улусах Якутии насчитывается 315 первичных организаций. Но несмотря на ограничения 2020 года, везде состоялись ранее намеченные мероприятия. Наши улусные организации успешно участвовали в конкурсах, грантах, спортивных соревнованиях. Среди победителей грантов мы с гордостью называем улусную организацию Мегино-Кангаласского района, Мирнинского района, Алданского района и так далее. Проводится совместная работа с Госкомитетом по занятости населения. Плодотворно работают наши организации в Алекминске, Мегино-Кангаласском улусе, Ленске, Тате, городе Якутске, Чурапче и многих других улусах. Я вам желаю еще больше терпения. Конечно же, не болейте. Если любовь не сбудется, ты поступай как хочется, и никому на свете грусти не выдавай. Новая встреча лучшее средство от одиночества. Но и о том, что было, помни и не забывай. Мечта сбывается и не сбывается. Любовь приходит к нам, порой и не так, а все хорошее не забывается, а все хорошее и есть мечта. Пусть о любви нечаянно кто-то сказать осмелится. Если поверишь в это, сердце не закрывай. Сердце необитаемо снова любовь поселится. Но и о том, что было, помни и не забывай. Мечта сбывается и не сбывается. Любовь приходит к нам, порой не так, а все хорошее не забывается, а все хорошее и есть мечта. Ведется активная работа по благоустройству жилья для инвалидов. Это у нас в Сунтарском улусе в этом году они защитили проект и получили субсидию с муниципалитета. Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить глав муниципалитетов Сунтарского, Татинского, Амгинского, Алекминского, Мирнинского улусов за тесное сотрудничество с нашими организациями.
В этом году обладатель гранта президента Российской Федерации проект «Жемчужина творчества» получила положительный опыт проведения слета творчески одаренных людей с инвалидностью. В слете творчески одаренных людей с инвалидностью участвовали люди в возрасте от 18 до 80 лет. И во время декады мы выпускаем сборник стихов участников этого слета. От всего сердца, от всей души поздравляю с началом декады инвалидов. Всего хорошего, здоровья вам и будьте счастливы. Күнүм сирин күндүтүн кергеп бите керетин сирен көккө үктеним сегертей беремин дейим анна көрөм анна билем анна тайым тапталы анна көрөм анна билем анна тайым тапталы эйергес битичергер эдер састы дерчимин алах жикти түргенен анна булам жаллануам сирен көккө Anna kerem, anna bilem, anna tayım taptalı Anna kerem, anna bilem, anna tayım taptalı Ol kamçı yer süreğin, olup kunan taksarı Ayır mağar günü ger, oz uyarı doğaçur Siren gökte denem, segertey beremin diyem Anna kerem, anna bilem, anna tayım taptalı Anna kerem, anna bilem, anna tayım taptalı Sirsime gasibekki, siyedereyken deyete Keler kemin keskili, kere hele nerdeğe Siren kökü üktenim, segertey beremin diyem Anna kerem, anna bilem, anna tayım taptalı Anna kerem, anna bilem, anna tayım taptalı Anna kerem, anna bilem, anna tayım taptalı Anna tayım taptalı С начала года проведено ряд мероприятий, посвященных столетию первого председателя Якутской республиканской организации общества инвалидов Ефимова Гавриила Дмитриевича. Мы провели республиканскую акцию «Славим человека-ветерана», фестиваль народного творчества инвалидов и межулустные фестивали, которые мы приурочили к этой знаменательной дате. Также в этом году исполнилось бы 70 лет нашей Полине Иннокентьевне Алексеевой, инициатору создания Ассоциации спорта инвалидов республики, пропагандисту здорового образа жизни. Мы к этой дате выпустили книгу с воспоминаниями, с фотографиями, отдавая дань уважения ее работе. Имена спортсменов, которые за 2020 год завоевали различные награды на престижнейших соревнованиях мира, теперь знает не только вся Якутия. Степанида Артахинова, серебряный призер чемпионата России по стрельбе из лука, Михаил Кириллин, чемпион по плаванию Всероссийского фестиваля «Пара-Крым», Виктория Петрова, двукратная чемпионка России по толканию ядра. Жизнь слишком коротка, чтобы просиживаться на диване, там стесняться кого-то. Она нам дана всего лишь один раз, и надо воспользоваться шансом, надо только начать. Начать очень сложно, поэтому все мы, спортсмены, служим примером и всех призываем к активному образу жизни. Люди с инвалидностью постоянно, ежедневно преодолевают трудности. Чтобы эти трудности стали чуть-чуть легче, надо заниматься адаптивной физической культурой. Будьте здоровы, до встречи в арене. Я хотел бы пожелать всем, кто причастен к этой декаде, во-первых, здоровья. Потому что будет здоровье, будет все в этой жизни. И счастье,
и успех, и любовь. Так что здоровье – это самое главное. Так что здоровья вам всем. И сегодня я дарю самую, наверное, зимнюю песню в своем репертуаре. Это авторская песня «Har en Güte». Salgın kuda can verude har düve Sirtin can süreğim kuğan meci dalbıda Dün havlana susumaya Dülbet ile sile duvar Mangan har ülküde, düte Kılaman akar uda Mangan har ülküde, çavben yete Çünkü bildik üstüde En serserda dünüp nöngön görür Temiz kız soğuyan dolguyan öğrettin ağim Dua ipıras sırdık güntiga Manay gıhtap dal keryete ay mata Mangan har ülküde düge Kılaman akar uda Mangan har ülküde çok belyete Çünkü bildik üstüge «2020 год ограничил многих из нас в своих планах, в путешествиях и в общении. Но те, о ком мы говорим, люди с ограниченными возможностями здоровья, в очередной раз показывают нам достойный пример, как сила духа может повлиять на жизнь». Занимайтесь адаптивной физической культурой, любите спорт, будьте здоровы. Поздравляю всех людей с декадой инвалидов. Призываю людей заниматься спортом. От Министерства труда желаю вам крепкого здоровья, исполнения всех планов, неиссякаемой энергии, а также желаю дальнейшего развития и процветания Якутской республиканской общественной организации Всероссийского общества инвалидов. Дорогие друзья, еще раз поздравляю вас с началом декады и желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира, веры в себя и будьте здоровы!